Пах-Адар Хевери. По историческим сведениям, первые луки в Туве появились в начале Верхнего Палеолита, около 35 тысяч 8 тысяч лет до нашей эры. Тувинский лук Ча относится к так называемым композитным, сложносоставным лукам центральноазиатского типа. Это был лучший лук прошлых тысячелетий. Он значительно превосходил по своим качествам иные известные конструкции этого вида оружия. Подобным луком пользовались все евразийские кочевники. Лук и стрела, как вид охотничьего оружия, известны с древних времен. Для удобства охоты на больших и мелких зверей использовались разные виды стрел. Например, для охоты на лося или морала применяли стрелы со свистункой. На крупных животных охотились обычно при помощи сложных луков, склеенных из 3 слоев: рога, из рогов морала, сброшенных в марте, из дерева и сухожилия. В Туве приблизительно с 18 века лук как вид охотничьего оружия начал утрачивать свою практическую значимость. Лук и стрела часто встречаются в фольклорных произведениях тувинцев. Особенно ярко это показано в героических эпосах. Для передачи блистательного и грозного образа главного героя описывается его главное оружие – лук и стрела. Так, например, описывается образ Боктукериша. У него тугой черный лук, на верхнем конце которого вырезано 30 драконов, на нижнем конце 60 драконов и кровавая каленая стрела. Мифологическое и символическое значение лука и стрелы тувинцы связывают с его функцией защиты от злых духов. В пространстве юрты лук и стрела занимают почетное место. В представлениях тувинцев Ценгела до сих пор сохранилась очистительная функция лука и стрелы. На 3-й день Шага, Нового года по лунному календарю, ценгельцы проводят состязания по стрельбе из лука. Игра начинается с очищения пространства юрты путем наведения лука на 4 стороны света и выпуском стрелы через верхние отверстия юрты. Соревнования по стрельбе из лука несли в себе также культовый смысл. Считалось, что стрелок, точнее и дальше всех пославший стрелу, имеет покровительство высших сил и наделен высоким жизненным потенциалом. Стрельба из национального лука с давних времен является одной из захватывающих и воодушевляющих игр тувинского народа. Состязания по стрельбе из национального лука Пах-Адар в Туве описывали еще в XIX веке приезжие исследователи и путешественники. Пах-Адар состоит в том, чтобы выбивать стрелами свернутые в кружки замшевые ремни, расположенные по переднему краю большого круга, в числе, соответствующем числу участвующих в состязании. К сожалению, в советский период, наряду со многими традиционными играми, любимое состязание тувинцев Пах-Адар было утрачено. В 2014 году Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел под руководством Тамдын Алдара Константиновича начал проводить активные работы по возрождению состязаний по стрельбе из традиционного лука Пах-Адар Хевери. После этого начинается изготовление традиционных луков и стрел мастерами Центра тувинской культуры. Первые в республике состязания по стрельбе из традиционного лука состоялись уже в апреле 2014 года в городе Чадан Дунсхемчикского кожуна. Для популяризации стрельбы из лука Центр тувинской культуры организовывает частые выезды в кожуны республики. Лучники традиционной стрельбы дважды участвовали в соревнованиях в Турции в 2015 и 2016 годах, в Республике Корея в 2014 году. Также побывали в Республике Алтай на всенародном празднике Эл-Ойен в 2015 году. С целью воссоздать исконные правила игры Центр тувинской культуры проводит мастер-классы с участием лучших стрелков республики. С 2015 года состязания по стрельбе из традиционного лука стали неотъемлемой частью национальных праздников Шага и Наадам. Стрельба из лука вошла в обязательную программу традиционного культурно-досугового мероприятия Ажык Шылгы Ойнап Кыглейдингер для жителей левобережных и правобережных дачных обществ города Кызылы. В 2018 году создана Федерация стрельбы из тувинского национального лука. Рост интереса со стороны населения к стрельбе из традиционного лука вызван тем, что многие именитые хёмэжи являются идейными вдохновителями и инициаторами возрождения народной игры. Народный хёмэжи, заслуженный артист Республики Тыва Андрей Алданолович Мангуш неоднократно удосуживался награды «Лучший по стрельбе из национального лука» ежегодной спортивной церемонии «Спортивная элита». На сегодня
Центр тувинской культуры проводит активную работу по возрождению утраченных традиций восхваления лучникам Мактал, которые вдохновляют участников на победу. Мактал, как ритуальная часть игры, стала одной из добрых традиций состязаний. В 2018 году вышло в свет долгожданное издание, содержащее правила игры по стрельбе из тувинского традиционного лука. Успехи, достигнутые в развитии стрельбы из лука, на сегодняшний день можно увидеть на республиканском спортивно-художественном празднике Харартайге Эргежинин Үш Адан Мюрей, мужское троеборье на Харартай. В 2019 году на празднике Харартайге Эргежинин Үш Адан Мюрей в соревновании по стрельбе приняли участие 16 лучников. Можно отметить тщательную подготовку участников. Мастерство тувинских стрелков вышло на новый уровень, а количество участников возросло по сравнению с прошлым годом. 3 августа 2019 года сотрудники Центра тувинской культуры принимали участие в традиционных спортивных играх Сумона Ценгел, проходивших в рамках обряда освящения Пешпогда. Сотрудник Центра Артыш Мангуш стал победителем в национальной игре по стрельбе из традиционного лука. На сегодня зрелищная игра тувинцев Това Чадар Багатар Хевери набирает все большую популярность в республике. Все больше молодежи, как мужчины, так и женщины, берут в руки лук и стрелы и состязаются в ловкости и меткости. Стоит отметить огромную поддержку в ее развитии со стороны Министерства культуры Республики Тыва и Федерации стрельбы из традиционного лука.